أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Хвала Аллаху, Господу миров, предписавшему своим рабам пост месяц Рамадан, мир и благословение последнему пророку, милости для всех миров, Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям, его семье, сподвижникам, последователям и всем, кто следует за ним до судного дня. Сегодня 1 Шавваля 1442 года по хиджре. Миллионы наших соотечественников собрались в мечетях на праздничную молитву, совершив полное омовение, умастив себя благовониями, надев наилучшую одежду, со словами такбира Аллаху Акбар, мы пришли в наши мечети. 1,5 миллиарда мусульман всего мира обращают в этот момент свои взоры и молитвы к Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. И мы все вместе просим у Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы Он принял наш пост и молитвы, принял наши покаяния и даровал нам прощение, чтобы Он принял наши милостыни и подаяния, все наши богоугодные дела и вознаградил нас раем, обещанным нашим пророком Мухаммадом, алейхиссалату вассалям, где он сказал: поистине в раю есть врата, которые будут входить только постящиеся, эти врата Ар-Райян. В этот праздничный день я спешу поздравить всех моих братьев и сестер со светлым праздником Муразавая. Аид Мубарак, Аид Карим. Пусть Всевышний благословит наш праздник и высокое собрание. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дорогие братья и сестры, дорогие мусульмане, по милости Всевышнего завершился славный месяц поста Рамадан. Как прекрасен был пост, как прекрасен был таравих, как прекрасно было поклонение в эти считанные дни. Наши сердца наполнились грустью, глаза слезами от расставания с этим месяцем. И мы молим Всевышнего, чтобы Он даровал нам еще много лета встречать месяц Рамадан, соблюдать Рамадан, любить и беречь месяц Рамадан. Также не могу не сказать о событиях, которые произошли в последние дни месяца Рамадан. Это нападение на мусульман в Палестине, в Иерусалиме, где израильская сторона без какого-либо права и совести напала на мирных жителей мусульман, которых они хотели выселить и заселить на их родные места жителей, граждан Израиля. Пусть Аллах Субханаху ва Тааля дарует им силы, терпение и помощи нашим братьям и сестрам, мусульманам в этих местах. Пусть Аллах Субханаху ва Тааля сохранит их и дарует им мир в их домах. А также ужасные события, которые произошли в нашей соседней братской республике Татарстан, где 11 мая 19-летний житель Казани зашел в детское учебное заведение и открыл там стрельбу по детям и учителям. Погибло 8 детей, 2 взрослых учителей, пострадало от него 21 человек. Эта чудовищная трагедия глубоко болью отразилась в наших сердцах. Сложно передать словами все чувства, которые сейчас переживают родные и близкие школьников и педагогов. Мы выражаем искренние соболезнования семьям, которым затронуло это горе. Все возносят молитвы за погибших и за выздоровление раненых и призываем всех последовать этому примеру. Все жертвы этой большой беды нуждаются в наших молитвах, как никогда.
Всей душой прошу Всевышнего ниспослать исцеление тем, кто получил травмы и увечья, и перенять души умерших. Всевышнему мы принадлежим, и Всевышнему мы возвращаемся. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. И также хочу сказать, что 10 мая ушел из жизни наш аксакал нашей мечети, Галямов Изат Талипович. Вы все его видели. Он сидел обычно на кресле, на стуле, приветствовал вас. Он ушел из жизни 10 мая. Вчера для него сделали джаназу и похоронили его. Этот человек умер в возрасте 86 лет. Он родился 1935 года, прожил 86 лет и умер в день своего рождения. Он родился 10 мая 1935 года и умер 10 мая 2021 года. И также по некоторым данным, по некоторым мнениям, он умер именно в ночь, когда некоторые люди видели ночь Лейлатуль Кадр. И он умер в месяц Рамадан, и если это совпало с Лейлатуль Кадр, и еще совпало с тем, что он еще родился в этот день и умер в этот день, пусть Аллах Субханаху ва Тааля сделает это знамением, пусть Аллах Субханаху ва Тааля простит его грехи, которые он совершил, зная или не зная. Пусть Аллах Субханаху ва Тааля дарует ему благо, иншаллах. Пусть Аллах Субханаху ва Тааля примет его благие деяния и примет все, что он делал на этой мечети для мусульман. Алексеевки старался не пропускать таравихи, старался не пропускать джума. Как бы ему не было плохо, он приходил. Он приходил и старался соблюдать. В прошлом году, когда была пандемия, когда люди боялись приходить в мечеть, и мечети были закрыты, он все равно приходил. Он приходил на джума, и ему стало плохо. Он пришел из дома пешком сюда, на джума, ему стало плохо, его, так скажем, откачали здесь в комнате хазрата, потом его забрала скорая. Он не сидел дома, не боялся, что будет тяжело и так далее. Он старался до последнего. Пусть Аллах Субханаху ва Тааля примет его душу, пусть простит ему грехи, иншаллах, дарует ему рай. А также мы не можем забыть подвиг наших предков, которые защищали нашу родину от фашизма, не жалели себя. И пусть Аллах дарует им степень шахида и высокую степень рая. Мы не забыли про них, так как мусульмане сыграли огромную роль в ходе этой жесткой и нелегкой борьбы. Конечно, мы не забываем про наших предков, про наших дедушек и бабушек, наших родителей, которые участвовали в этой тяжелой борьбе, в этой войне, которые оставили свою жизнь ради своей родины, ради своей семьи. Пусть Аллах Субханаху ва Тааля также простит их грехи, дарует им рай, иншаллах, дарует им прощение грехов и благо их близким и семьям. Ислам – это религия мира и благоденствия. Ислам – это религия, которая призвана нести человечеству жизнь, исполненную гуманностью, мира и благоденствия, и Всевышний ниспослал им в священном Коране призыв верующих развивать в себе самые светлые качества души, чтобы были дарованы Богом каждому от рождения милосердие, уважение к ближнему, сострадание и смирение. По своей сути, религия не является системой, которая может быть принята или навязана силой. Вера – это вопрос только совести и сердца. Никакое насилие не может повлиять на них. Человек может уверовать только если пожелает этого сам, и если его сердце способно верить. Именно в этом смысл в религии, когда мы говорим, что в религии нет принуждения. Когда мы говорим, что в религии нет принуждения, что это означает? Это означает, что даже если насильным путем человек скажет «Ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах», но не уверует своим сердцем и своей душой, он не будет верующим. Да, для нас он мусульманин. Для человека, который услышал от другого человека свидетельство ислама, который сказал «Ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах» на любом понятном ему языке, мы говорим о нем, что он мусульманин. Но то, что у него в сердце,
То, что у него в душе, знает только Аллах Субханаху ва Тааля. И если человек не принял веру сердцем, не принял веру душой, то этот человек не будет мусульманином. Поэтому говорится, что в исламе нет принуждения. Ты не сможешь заставить сердце человека уверовать, если он не хочет верить. Мы можем только наставить. Мы можем только объяснить истину. Мы можем рассказать, довести ее красиво, довести ее с мудростью, чтобы максимально этот человек понял истину, чтобы максимально этот человек принял то, о чем ты хочешь ему рассказать. Но заставить человека, заставить его сердце мы не можем. Аллах повелевает мусульманам в священном Коране нести людям мир, добро и братскую любовь. Нравственные принципы ислама не могут быть источником какой-либо формы насилия. Ибо Создатель не спасал вероучение ислама, призывая людей стать на пути истины, мира и справедливости. Основа морали ислама – это милосердие, щедрость, благонамеренность и уважение к людям, прощение и мир. Основа морали ислама – это милосердие, щедрость, благонамеренность, уважение к людям, прощение и мир. Об этом забывать нельзя. Это основные принципы морали мусульман. В Коране Аллах Субханаху ва Тааля повелевает мусульманам относиться ко всем людям с добротой и справедливостью. Мусульмане ответственны за свой моральный облик перед людьми, исповедующими иные религиозные учения. Аллах Субханаху ва Тааля сказал в Коране, что означает: добро и зло не могут быть равными. Добро и зло не могут быть равными. Так отклони же зло добром, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет тебе горячим другом. Это сказано в суре Фуссилат, аят 34. Кровопролитие, убийство невинных людей, разжигание войн и конфликтов – величайший грех. Проклинаемый Всевышним Аллахом Субханаху ва Тааля. Величайшая ценность человеческой жизни и уважение к людям с инакомыслием, упомянуты в священном Коране, почитались на протяжении всей истории существования ислама. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, всеми силами оберегал жизнь невинных мирных людей и никогда не начинал войны, только в случае необходимости защиты своего народа, своего рода, своей семьи. Если же оборонительная война была неизбежна для пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, то в случае необходимости защиты своего народа, то войскам направлялось строжайший приказ не носить ни малейшего вреда мирным жителям и невинным людям, и ни в коем случае не разграблять их жилища, но не рубить их деревья, не рушить их религиозные места, храмы, синагоги. Принципы справедливости и веротерпимости были примером для всего человечества на протяжении всей истории ислама. Христиане и евреи, изгнанные во время мрачного средневековья в Европе, на протяжении всей истории ислама, находили теплый прием и почитание на землях мусульман. Ислам – религия мира и благоденствия. Обязанность каждого мусульманина относиться ко всем людям с добром и справедливостью, бороться со злом и несправедливостью. Это принципы мусульман. Мы много раз говорили, что мусульманин, он как дождь. Где бы он ни находился, от него должна быть польза и не должно быть вреда. Мусульманин, он как свет. Мусульманин должен нести доброту.
Он должен нести нравственность и культуру. Не только в своей одежде он должен быть красив, он должен быть красив в своих словах, в своих действиях и поступках. Он должен быть честным, он должен быть справедливым. С его слов всегда должны быть благие слова. Нельзя обижать других людей, которые слабее тебя. Нужно уважать старших, относиться уважительно к младшим, знать свои традиции, знать то, что в твоей семье имеет почет, и то, что не противоречит исламу. Это жизнь мусульманина. Не бывает такого, что мусульманин в мечети он хороший, а за дверьми мечети он живет как хочет. Какой ты в мечети, такой ты должен быть и на улице. Такой ты должен быть и в своей семье. Такой ты должен быть со своими близкими, со своими друзьями и с теми людьми, которые не мусульмане. Если есть люди не мусульмане, иудеи, христиане и так далее, мусульмане не относятся к ним с неуважением. Да, мы понимаем, что ислам – это истинная религия. Мы понимаем, что нельзя говорить, что все мы на истинном пути. Мы знаем, что Аллах Субханаху ва Тааля сказал в Коране: «Инна дина инда Аллахи ислам». Воистину религия, одобрена Аллахом, это ислам. Но если человек придерживается другой религии, это не дает нам повода унижать этого человека. Относиться пренебрежительно, относиться унижением или несправедливо, или с обманом. Мусульманин, он должен быть примером. Он должен быть примером именно вот для этих людей. Для того, чтобы они видели красоту ислама. Для того, чтобы они видели, насколько ислам, он правильный. Мы знаем много примеров. Даже когда во время пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, люди принимали, иудеи и христиане принимали язычники ислам, только видя красоту и культуру мусульман. Их даже не призывали. Им не рассказывали даже о Создателе, о Боге, о пророках, о акида и так далее. Они просто видели красоту. И они после этой красоты были согласны принять ислам, не зная, что находится внутри религии. Только лишь видя культуру и отношения мусульман. И это актуально даже на сегодняшний день. Оно никуда не делось. Неверующие не пропали никуда. Христиане и иудеи тоже никуда не пропали. Если мы говорим, что религия одобрена Аллахом, это ислам, и говорим, что мы на истинном пути и хотим попасть в рай, мы желаем это и для других. Но наше желание, оно не должно остаться просто желанием. Оно же идет и нашим призывом. Когда мы призываем других людей к истине. Но призыв, он бывает разный. Кто-то призывает своим языком, говорит проповеди, говорит изречения, придает умственные доказательства. А кто-то призывает своей культурой и нравственностью. Кто-то призывает своим терпением. Кто-то призывает тем, как он живет. Даже когда мы говорим, что Республика Башкортостан, альхамдулилля, основное население людей, этнические мусульмане, мы все живем среди немусульман. Мы не живем только в обществе мусульман. И нужно делать так, чтобы те люди, которые не понимают ислама, которые видят и знают информацию об исламе только через телевидение, интернет, газеты и так далее, чтобы они видели другую сторону ислама. Они видели, что такое ислам на самом деле. В чем красота ислама? Кто такой мусульманин? Какие принципы его жизни? Как он живет? Как он относится к своей семье? Как он воспитывает своих детей? Как он относится к своей жене? Как его жена относится к своему мужу? Как он относится к своим родителям, к старшим и так далее? И это и есть призыв. Это и есть пример
для того, чтобы люди видели это и могли хотя бы сказать тогда: очень хороший человек. Вот мусульманин хороший. Потому что, к сожалению, мы иногда слышим такие слова, что этот мусульманин плохой. Мы слышим такие слова. Вот этот мусульманин, он плохой мусульманин. И часто, к сожалению, часто такие слова есть. Поэтому, чтобы это минимизировать, чтобы этого было меньше среди нашей уммы, мы должны контролировать свои действия, свои поступки, как мы говорим, как мы общаемся, как мы относимся и так далее. И если возвращаться к теме, которая произошла в Татарстане, то все это приводится к тому, что он ведь этот человек, у него татарская фамилия, татарское имя у него. Он вырос, жил в столице Татарстана, но откуда-то взял он эту идеологию. Он взял откуда-то эту информацию для того, чтобы сделать такие страшные дела. Потому что мы своим близким, своим детям не всегда объясняем, что такое добро и зло. Мы не всегда можем даже объяснить, не то что объясняем, мы даже объяснить не можем толком, что такое добро, а что такое зло. Объясни своему ребенку, что хорошо, а что плохо. Ты можешь это объяснить, если у тебя нет религиозных знаний, ты можешь это объяснить только то, что ты сам в жизни узнал и увидел. Только то, что ты получил относительно своей национальности или своей народности или менталитета. Но истинную доброту и истинное понятие зло ты объяснить не сможешь. Потому что этой информации у тебя нет. Чтобы эта информация была, и ты мог донести для своих близких, для своих детей правильную информацию, что такое добро и зло, ты сам должен вначале это узнать. Получить знания. Есть обычный простой принцип. То, что разрешено Аллахом Субханаху ва Тааля, одобрено Аллахом, это доброта. В этом есть благо, это называется добро. То, что запрещено Аллахом Субханаху ва Тааля, в чем есть грех, это является злом. А теперь, все ли из нас знают, сколько бывает грехов? Все ли из нас знают, какие у Аллаха повеления есть? Все ли из нас знают, что есть отдельно грехи живота, что есть отдельно грехи ног, есть отдельно грехи рук, есть отдельно грехи глаз, есть грехи ушей, есть грехи языка. Грех это не просто не обижай, не обманывай, не убивай и так далее. Их много. Много того, что Аллах Субханаху ва Тааля запретил, и в этом есть польза. Если будут люди объяснять своим детям, что есть добро, а что есть зло, в соответствии шариата пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, в соответствии с законом Аллаха Субханаху ва Тааля, то вот таких ситуаций будет гораздо меньше. Наша молодежь зачастую, особенно в возрасте школьном, 15, 16, 17, 14 лет, если не имеют религиозных знаний, если не имеют религиозного воспитания, фундамента, они не знают, как жить. У них появляется какая-либо депрессия. Они не понимают, зачем они появились на свет. Они не понимают, зачем они живут. Они не понимают, что они должны делать. Как они могут понять, если родители им не объясняют? А как родители могут объяснить, если они сами не знают? Им повезло, что они, может быть, прожили в такое время, когда родители не отвлекались на телефоны, не отвлекались на телевизоры, на интернет и могли хотя бы дать какое-то воспитание. Это советское воспитание было. Родители могли сказать: это не делай, это плохо, это делай, это хорошо и так далее. Даже если они не сильно знали религию, хотя многие знали религию очень хорошо. Что сегодня может дать родитель своему ребенку, если он на него даже не обращает внимания? Он зачастую делает только так, к сожалению,
чтобы ребенок его не отвлекал. Чтобы ребенок его не трогал. А если ребенку не дать информацию, и вообще человеку не дать информацию, даже молодому юноше, не дать правильную информацию вообще о смысле жизни, ему даст кто-то другой. Ему даст на улице, ему дадут в интернете, ему дадут в телевизоре и так далее. И это очень легко. Нам кажется, что это тяжело, поменять мировоззрение человека, потому что, ну как, я же знаю, что это неправильно. Так ребенок этого не знает. Ребенок этого не видел. У него нет жизненного опыта, у него нет той мудрости, которая есть у взрослых людей. И как ученые сказали, он как пустой стакан. Что ты туда нальешь, или кто-то вместо тебя туда что-то нальет, в этот стакан, то ты и увидишь. Поэтому мы должны помнить об этом. Поэтому мы должны знать об этом. Поэтому мы не должны оставлять это и должны обращать на это должное внимание. Аллах Субханаху ва Тааля нам дал детей. Нам дал семью как аманат. Нужно понимать, что дети это аманат. Что дети это то, над чем твоя ответственность. Ты не просто зачал ребенка или родил ребенка, и теперь он сам живет как хочет. Нет. Есть ответственность. Каким он станет, кем он будет, что он будет говорить, будет ли он причинять другим людям зло, или он будет хорошим и благочестивым человеком. Конечно же, это самое главное воспитание родителей. Пока человек сам не будет себя исправлять, ждать что-то неимоверное от ребенка нету смысла. Если родитель через каждые 2 слова говорит нецензурные слова, он не ждет от ребенка, чтобы он этого не говорил. Дети нас копируют. Дети будут стараться делать так, как делают их родители. Поэтому нужно контролировать в первую очередь свои слова, свои действия, свое отношение. И тогда ты увидишь, что твои дети будут похожими на тебя. И это самое главное воспитание. Когда пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, привели 9-месячного ребенка и сказали: о посланник Аллаха, если даже не 9-месячного, 40-дневного ребенка пророку Мухаммаду, алейхиссалям, привели и спросили, как нам нужно его воспитывать, он сказал: вы уже опоздали на 40 дней. Вы уже опоздали в его воспитании на 40 дней. Конечно же, некоторые ученые говорили, что люди занимались воспитанием их детей еще до их рождения. Некоторые спрашивали, а как это? Это найти себе благочестивую жену, которая будет иметь правильные знания, которая будет говорить правильные слова, которые будут в соответствии потом переходить в своих действиях. Это все принципы ислама. Это все, что касается ислама. В исламе нету насилия, в исламе нету злости, в исламе нету того, что причиняет боль или ненависть другим людям. Целый месяц для нас был праздник. Ибо каждый день прожитый в смирении, в праведности, в поклонении, в справедливости и есть праздник для души мусульманина. Если мусульманин радуется своим благим делам, это хорошее качество. Если он радовался Рамадану, это хороший мусульманин. Мы на пятничных проповедях говорили, что есть среди некоторых мусульман такие, которые ждут месяц Рамадана, которые радуются этому месяцу, ждут, что они будут держать пост, что они будут делать таравих намазы, что их вознаграждение будет увеличиваться, что их намазы будут приниматься, иншаллах. И со всеми вот этими благими мыслями они радуются. А есть такие мусульмане, которые говорят: опять кушать нельзя, опять жарко будет, работать не смогу и так далее. Такого быть не должно. Месяц Рамадан и соблюдение повеления Аллаха Субханаху ва Тааля – это радость для наших сердец. Это радость для нашей души. Это должно быть искренне. О Аллах Субханаху ва Тааля, даруй мир и радость бытия на земле. Тобою созданный, дай здоровье больным, исцели их, набрать на путь истины
и благослови на праведности заблудших и мятежных. О Аллах Субханаху ва Тааля, в этот благословенный день молим Тебя о прощении наших грехов и прегрешений. И не спаши нам свою милость и прощение через Коран, через месяц Рамадан. О Создатель наш, покровитель, сделай достойным завершение наших деяний, защити нас от унижений земной жизни, от наказания после смерти, даруй нам победу над тем, кто решился враждовать с нами. Останови проливающуюся кровь, останови вражду среди мусульман, умиротвори их сердца и всели в них любовь друг к другу, о Господь наш. О Аллах, не оставь непрощенным ни один наш грех, не обогченным ни одну нашу тягость, не оставь за нами ни один незаплаченный долг. Он наш повелитель. Даруй нам благо этого мира и мира вечного. Упаси нас от мучения ада и благослови нас рай. Не спаши мир на землю, мудрость, власть придержащим, щедрость и доброту богатым, терпение и сострадание всем твоим рабам. Не спашли свое благословение пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, его семье и благородным сподвижникам. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم جواد الكريم سميع الدعاء. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين. Дорогие мусульмане, сейчас, иншаллах, прочитаем Коран и будем передавать вознаграждение пострадавшим из нашей братской Палестине и детям, которые пострадали, и взрослым, которые пострадали в Казани, и нашим предкам, которые пострадали и оставили свою жизнь во время войны. Иншаллах, с таким намерением будем читать Коран, иншаллах, и будем делать дуа, просить у Аллаха Субханаху ва Тааля облегчения для них и прощения, и терпения для их родных, иншаллах. На улицу включи. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. İlahi amin. Ya Rabbim, Ya Rabbim, Ya Rabbim. Allah Teala şu dünyaya Müslüman etip Allah Teala yarattın. Bizge bitmez nimetlerini bildin. Allah Teala bizge matur bağlar bildin. Ey Allah Teala bizge izgi Ramazan ayın bildin. Allah Teala şu izgi Ramazan ayında kılan ibadetlerimizni, tutkan uradalarımızı, kılan fıtırlarımızı, Allah Teala fidiyelerimizi, kardeşlerimizin bütün dilenen izgi dualarını Allah Teala'nın kabullardan hem de Allah'tan varsa alemde rahmetsin gelip yine uğruyuğa kundurmuşsa bizge şefaat kılırsa yine de Kur'an-ı Kerim tapşıran Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve selamları bizi kundur. Onun varsa peygamberlerimizge, izgilerimizge, şu yüklü peygamberin beyti ehillerine, zevzenlerine, uluklarına, seyitlerine, evliyelerimiz, izgilerimizge hem de İslam dini hündürmeyi bizge isteyen hazretlerimizin ruhlarına, selamlarımızı kundur. Ey Allah Teala kılgan dualarımızı kabul kılıp, şu mecliste kullarını kundurup, amin, amin, amin diye oturan kardeşlerimizin yüreklerine yakın bulgan, katnelerinin, kaptalarının, atalarının, eserlerinin kıldıgan, yıktıgan, yedinge bulgan, dünya katılıkta, dünyanın matını kurban, savuylarımızga, birge oynamızga, birge okugan, ahiretke kuşkan dostlarımızga, kürsülerimizga, hemmesine de selamlarımızın kundur Allah Teala. Hem de şu ata eserlerimizin Allah'tan yaş vakitleri ağır buldu. Dinimiz tıyılgan vakitlarda da Allah Teala onlar ibadet kıldılar, urada tuttular Allah Teala Kur'an ayetlerini okudular. Hem de Allah'a şu Kur'an ayetlerine hem de tutkan uradalarına şefaatlerine eriştir. Şimdi Allah Teala şu ayet bağlarımızda hayırlı hürmet dileyimiz. Şimdi bağlarda hayırlı ilim verip, dünya ilminden dini ilimler verip, dereceleri güzel sağlaylarımızın. Şimdi Allah Teala olanlar, matematik işler verip, İslam dinimizde, hizmette, milletimizde, dinimizde Allah Teala hizmette bulunan nasip kul sağlaylarımızda, bağlarımızda, matuk kilinler ve kullarımızda, kızlarımızda Allah Teala akıllı, vay kevler ve kızlarımızda, matuk gayri akırıp, dinimiz İslam'da bulunan nasip kul bağlarımızda, illerimizde tanıştıkları bir, Palestina, Suriye izlerinde bulunan Allah'ta Müslüman kardeşlere zulüm kılgınlarına yenillik verip Allah Teala yenu bir. Şimdi Allah Teala koyu hasilet kuran kardeşlerimizge sabırlık bir Allah Teala. Hasta tuğanlarımıza sabırlık bir. Kürgen sizlerimiz koyu hasiletlere bilip bilmeyse Kur'an günah Allah'ı keferet baklanı bulup uzun vakıda kılgan cennetine kirgen nasip kıl. Allah'ın bizim dualarımızı kabul kıl. Bizge hemmezlere hayırlı umutlar bir, illa bizge tanışıklar bir. Irak ilden kilgen, Tajikistan'dan, Uzbekistan'dan kilgen kardeşlerimizge, Marokko şehirlerinden kilgen kardeşlerimizge hayırlı umut bir. Allah Teala halal rızıklarımızı kim kıl Allah Teala. İndi illerimizde tanışıklar verip, Müslüman kardeşler dost bulup birgeleşip Allah Teala her bir yılda Şuvay teravih namazlarında, gayet namazlarında birge kılır nasip kıl. İndi dualarda kabul kılıp Allahümme inne nesalüke sıhhatan, yani selametlik dileyim bütün Müslüman kardeşimizge. Allahümme inne nesalüke sıhhatan, Allahümme inne nesalüke sıhhatan, günahlarımızı afiyeten, hem halal rızıklarımızdaki rızka halalen ta'iben ve gillen nefika. Rabbim din ilimlerinden bizi bulekle. Rabbena atina fi dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. Allahu ekber ve lillahi'l hamd. Hemme gideden o şu büyük ilimden kutlayın. Hemme gideden Allah'tan izlenip bitsin. Hayırlı umut bitsin. Bala kaygılarından saklasın. İmanlarını kuvvetli olsun. Rahmet. Allah abalar, abaylar, başkanalar, ana denge sesini bulup yeşler. Молодежь, вторая смена, молодые, старики, бабайlar
Я работаю в такси, короче, но не любой времени работает. А вы ربنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Allah Teala razı olsun. Dağlar Allah Teala ikisi yıllarda burada tutup ısvaydı birgade görüşünden nasip olsun. Anladın mı beni? Tatarsan. Ya, anlatsın. Allah razı
Sudah saya. Сколько человек без молока? А ладно, с молоком попью. Без молока. Bizler kimga pulov kerak tapamni Barbaros bizler kimga tapamni dilegan ikinci kamarın kabul kıldı. Burada var tutmanda kimselikler olsa vakıf kullanılan tağalım. Koşup kulağını birge edilen vakıf kardeşim geçişleri tavuk selametlik bir bayrakında adamlarına kayıp gitti. İyice tavuk ve bayraklarında usul boğalarını duyulan asıl kılık sütlerden kapaylarımızda Yügürü bir gün apaylarımızla iyice sağlık selametlik bir olma tarafı boğalarını sattıklarını duyup yaşasınlar. Birge de hayırlı bakıtı kartıklarını onlar günlerde tavla uzak ayetlerini, kurban ayetlerini birgele bu gel, dünya cümeler bu keseriye nasip. Allah'a emanet. Rahmat,